Тогда, уважаемая обращающая сторона, вопросы к Куршану Саттаровичу есть? Пожалуйста, Мухар Шалтакович. Стоя, да? Ну, можно сидя, неудобно, наверное. Да. Вы только что сказали нам вторую часть статьи 20 Конституции Кыргызской Республики. Эта часть состоит из 2 абзацев. Вы прочитали для Конституционной палаты первый абзац, а второй абзац вы не стали прочитать. Да, действительно, в первом абзаце перечислены, на каких основаниях могут быть приняты законы, ограничивающие права и свободы гражданина. Однако там написано в первом абзаце «возможно», а во втором абзаце конкретно запрещается. Какой из них сильнее? Скажите, пожалуйста. Это не могу сказать сейчас в данное время. Не можете сказать. Это судьи сидят, они будут решать, я думаю. Теперь второе. Вы сегодня сказали в отношении родственных отношений. Да. Вы перечислили только какие могут быть родственники по семейному кодексу, да. А по уголовному кодексу почему тоже не доложили Конституционной палате? Теперь третий. Вы сказали по гражданскому кодексу, что наследники второй очереди тоже являются родственниками. А скажите, пожалуйста, а когда наследники пятой очереди имеют ли какое-либо отношение к наследодателю? И распространяются ваши требования и им тоже? Мухар Шалтакович, здесь он дал пояснение относительно ихнего понимания близких родственников. Поэтому здесь сейчас влезать в детали, наверное, нет необходимости. Я с вами полностью согласен, уважаемый председатель. Зачем тогда голову морочить? Нет, он высказал свое мнение, свою позицию. Это наша позиция, это не моя позиция. Да. Это позиция тогда... МВД. Но МВД, я знаю, вы тоже знаете, вы работали очень. Безупречно люди должны работать. Я своих бывших коллег очень правильно понимаю. Я тоже вырос от сержанта до генерала не просто так. У меня тоже разные были ситуации. Но считаю, в любом случае, если как мы будем бороться, если наши самые близкие братья занимаются наркобизнесом и убивают, покушаются на жизнь человека, как мы будем обеспечить общественный порядок, как мы будем бороться, борьба с наркобизнесом, терроризмом, экстремизмом, как будем раскрывать особо тяжкие преступления. А в любом случае, наши бывшие коллеги говорят, у нас, уважаемые судьи Конституционной палаты, знаете, когда мы задерживаемся, есть такое понятие в данное время КУП. Регистрация проходит, сводка, она моментально от простого дежурного докладывается даже до руководства страны. И моментально знает об этом министр. Вот поэтому наша есть служба безопасности, в данное время называется эта служба внутренних расследований. Они начинают расследование у них функциональные обязанности, она так прописана. Об этом контроль возьмет, естественно, тогда кто работал в руководстве МВД. Понятно. Мухар Шалтакович, включите микрофон. Все. Пожалуйста, у вас есть вопросы? Да, у меня есть вопрос. Пожалуйста, задайте. Скажите, пожалуйста, получается, вот одной из основных критерий является то, что увольняет сотрудников, у которых родственники совершили преступление, из-за того, что может быть какая-то утечка информации, дезинформация. Я правильно вас поняла? Если так будет, да. Если это представляет общественное, государство, если... например, утечка информации, как понимаете? Я поняла. Работаем терроризмом, экстремизмом, разным, даже раскрытие преступлений, элементарно кража автомашины. Даже мелочь, правильно? Да, мелочь, да. Да. Ну а если, допустим, человек вообще не знает брата, не общался с ним никогда, даже не знает о существовании друг друга, каким образом произойдет утечка информации? Я вот понять не могу, да? Если они совсем не знают друг друга, а тот совершает преступление, даже живут в другой республике. Вот каким образом? Я хотел бы сказать так, есть такая просто моральная, этическая. Если мы родные, мы должны сказать, это родные. Нет, они родные.
сейчас 21 век, они общаются на сотовые. Мы же не знаем, Ну, они использовали этот доход вы или нет. обобщаете, Может, он видите. помогал, когда-то это брат, когда-то. Это Я тоже ваше- нуждаюсь в помощи братьям. Это В ваше данное мнение, время тоже. но есть случаи, когда вообще друг друга родственники не знают. Это положение я не А знаю. это ваше мнение, что вот они должны общаться, это сугубо Не, ваше я не личное. должен, говорю, они вообще обязаны, если братья. Я понимаю, что Такие при семьи приеме- тоже есть, Я очень которые не согласна. общаются. Динавархан Баратовна, Да. он высказывает свое мнение относительно вашего вопроса. Да. Поэтому пытаться переубедить не стоит. Да. Да. Пожалуйста. Ладно. Понятно. Пожалуйста, Улукбек Джилдошевич, у вас есть вопросы? У нас, я тоже хотел задать такой же вопрос, но уже ответили. Мгм. Нет Спасибо. вопросов. Заявители, есть у вас вопросы? Нет? Пожалуйста. Ваша фамилия Досалиев, да? Арсланбек Сараевич, к микрофону пройдите. Да. Уважаемый председатель Судьи Конституционной палаты, Курсан Саттарович, у меня к вам вопрос. В соответствии со статьей 11 Закона ОВД, ответственность сотрудника органов внутренних дел гласит, что сотрудники ОВД в соответствии с законом несут ответственность за свои противоправные действия или бездействия. В данном случае мы несем ответственность за действия родственника. Об этом говорено уже положение, наверное. И как это вы на это смотрите? Я правильно смотрю. Есть положение, есть закон. Но он уже высказал Я мнение о том, мнение что сказал. близкие родственники, то есть Уважаемый сотрудники председатель, должны нести ответственность за близких родственников. Да. закон, чем это положение, Конституция выше стоит Выше стоит. по юридической силе. Поэтому она противоречит нормам Конституции. Есть еще вопросы? Нет, да? Уважаемый судья, есть вопросы? Пожалуйста, Эмиль Дадош. Руслан Александрович, увольнение это относится к форме юридической ответственности, Да. которая наступает в результате вот этих обстоятельств, которые мы рассматриваем. Но для того, чтобы возникла юридическая ответственность, необходимо наличие вины. Да? Я вот у вас хотел спросить, с точки зрения вообще Министерства внутренних дел, да, вот в чем заключается вина тех сотрудников, которые подвергаются увольнению в силу вот той нормы, которую мы сейчас рассматриваем? С вашей точки зрения, в чем заключается С точки зрения вина? Это по-разному толковать можно, уважаемый Эмиль Джилдошевич. Но в данном случае мы, раз человек в форме, мы работаем согласно закону, согласно то, что прописано это правовые акты. То, что у нас есть положение, мы это исполняем. Я имею в виду, вы знаете, что, то есть получается, в целях упреждения какой-то предполагаемой вины эта норма введена. Я вот это хотел у вас просто уточнить. Предполагаемой вине. Имеется в виду, смотрите, чтобы человека привлечь к ответственности, да, к любой, в данном случае, в соответствии с трудовым законодательством, да, необходимо наличие вины, то есть какого-то действия, бездействия, так скажем, да, о чем вот говорил только что вот бывший сотрудник, являющийся обращающей стороной. И вот я хотел понять все-таки в целях упреждения какой-то будущей возможной вины, или все-таки вина здесь, в чем-то заключается? Здесь, по-моему, это личное, если мои мнения, да, здесь смотрят то, что когда мы разрабатываем это положение, это действительно это морально-этической стороны тоже должен быть. Я в своем выступлении обозначил это. Основываясь на это было прописано. То есть вы имеете в виду, что это основано исключительно на каких-то морально-этических нормах, которые необходимо придерживаться в нашем обществе. Да? Спасибо. То есть, которые работают в органах внутренних дел, в правоохранительных органах, каждый сотрудник. Да. Пожалуйста, Чунара Садековна. Да, в продолжение этого вопроса, Курсан Саттарович, если вы говорите о том, что у сотрудника органа внутренних дел есть какие-то этические правила поведения? Да, у нас есть. Он должен придерживаться Он этих должен этических придерживаться, правил, да. Может быть разумнее, что за какие-то нарушения правил профессиональной этики можно было бы его привлечь, если он допустил утечку информации, например, да, нежели, например, только просто по факту, что его близкий родственник был привлечен к уголовной ответственности. В данном случае, как должностное лицо, он связан этическими правилами и нормами, так или нет? Так и можно отвечать. Но есть у нас моральные такие, у нас
Есть приказы министра, который, этот уважаемый Чинар Асхарбековна, который действительно говорится именно как должен мы вести, то есть сотрудник органов внутренних дел, есть, и этика по комиссиям тоже имеется у нас. Понятно. И каждому областному выводу тоже. Пожалуйста. У меня два вопроса. Первое. Вы раскрыли понятие близких родственников, ссылаясь на нормы семейного и гражданского законодательства. Да. Вы согласны ли мнением представителя обращающей стороны, что по уголовному законодательству тоже понятие близкие родственники нуждается в конкретизации, детализации, уточнении? Вы согласны с этим мнением или нет? Если в будущем, вот у нас в данное время действительно по рекомендации Совбеза, Совета Безопасности, и в рамках реформы, в общем, согласно указа президента, это было 2017-2015 годы, да, и в данное время разрабатывается новый закон ОВД, а также на сегодняшний день первое чтение прошел о прохождении службы в правоохранительных органах. Именно можем рассмотреть, которые вы сказали, Дидигар Ибраимович. Я сейчас один не могу толковать. Но до настоящее время я основываюсь только то, что у нас есть в руках. То есть положение и закон ОВД. Хорошо, теперь второй вопрос, продолжение этой же мысли. Ваше личное мнение, вот, логично или справедливо ли, когда сотрудник органов внутренних дел отвечает за вину брата? Логично. Да, как ваше мнение? Я очень прекрасно понимаю моих бывших сотрудников. Может быть, они когда-то будут работать, я лично не против. Но личное мое мнение должен быть безупречный, если мы носим погоны. Как мы будем бороться? Мы что говорим людям? Если твой брат убийца, что будешь перед народом, как будешь отчитываться? Мы же, наше общество, это неправильно поймут, я так понимаю. Это личное мое мнение. Если родной брат занимается наркобизнесом, как он будет бороться? И как будем обеспечить общественный порядок? Анда бардығын киргизишибиз керек биз анда. Баары сотрудниктер. Орысша сөйлесеңіз, биздин сот жүрүүбүз орыс тилинде кетип атат. Комиссияда жазылган да. Ошон үчүн Анда айтышыңыз керек болчу. кечирип коесуз, мен биринчи жолу катышып атам. Проблема жок. Кыргызча орысча алып барыш. Бирок кайрылышы тарап кайрылганына байланыштуу орысча алып барып атабыз. Макул. Чопон, пожалуйста. Курсан Саттарович, вы сказали, что довольно длительное время вы работаете в органах внутренних дел, и последние 8 лет вы являетесь заместителем министра внутренних дел. Вот скажите, пожалуйста, если у вас статистические данные, если нету, то хотя бы в период вашей работы в качестве заместителя министра, как часто бывают такие случаи, когда увольняют сотрудников в связи вот с такими обстоятельствами по пункту Ч, пункта 106? Уважаемая Чолпан Умаковна, я хотел бы сказать, я первый раз участвую. Лично я не могу сказать статистические данные, но у нас в законе есть, как можно сказать, в других ситуациях правила есть. Иногда наше руководство тоже не бывает такие, разные случаи бывают. Как служебное расследование ведут, и так и принимает руководство МВД. В таких случаях наши уважаемые сотрудники обращаются, есть дисциплинарная комиссия. Но комиссия опять же рассматривает при МВД, то есть первый заместитель. Понимаете, там приказ делает министр, а первый заместитель должен поддержать его или напротив. Вот поэтому, что необходимо было сделано лично в данное время новым принимающим именно этот законе, да, именно вот такие моменты будет рассматриваться дисциплинарная комиссия при Генеральной прокуратуре, потому что это надзорный орган, и тогда там только имеется один представитель МВД. Это будет правильно будет, на мой взгляд. И тогда конкретика будет. И вот тогда вот такие моменты, я думаю, так много не будет. По разным ситуациям. Да. Еще второй вопрос. Курсан Саттарович, как вы считаете, вот наличие такой нормы и требования к сотруднику, либо устраивающему, который желает работать в органах внутренних дел,
Вот на ваш взгляд, это может служить как бы сдерживающим фактором для родственников, сотрудников внутренних дел не совершать преступлений? Это мне, если просто как человек, если сказать простой, это очень трудно сейчас обсуждать. Я сейчас все выступления сказал, это позиция МВД. А если личное мое мнение будет, это должен, я не знаю, это надо рассмотреть, надо, не знаю, как будет дальше. Понятно. Пожалуйста, Чолпан Махман. То есть Мергун Скудекова. По смыслу вашего выступления, вот оспариваемая норма является ограничением права, да? Вот мой вопрос, в принципе, коррелируется с вопросом Мукар Шалтатовича. Если это ограничение права, а в Конституции черным по белому написано, ограничение права подзаконным нормативным правовым актами невозможно, да? Как можно говорить о том, что данная оспариваемая норма конституционная? Я в своем выступлении обозначил, потому что у Конституции тоже имеется, действительно, если это вопрос касается безопасности, вопрос касается охраны общественной безопасности. Вот такие, если случаи будет, можно ограничивать. Законными, вы считаете, что подзаконными нормативными правовыми актами могут быть ограничены права, да? Да. На сегодняшний день, к сожалению, такое. Ну, я в любом случае, вообще в правоохранительных органах и в органах внутренних дел должен работать действительно, как я сказал, безупречная репутация. Это должен быть один из основных критериев. Есть еще вопросы? Курсан Саттарович, вы сказали, что статистику не знаете, да, количество уволенных Я могу ошибаться, уважаемый Эркинбек Товакилович. Приблизительно можете хотя бы сказать? Я не могу сказать. Лучше письменно, если разрешите. Если я озвучу, тогда, если неправильно будет, мне тоже этот. Если я не знаю, скажу всегда, я не знаю. Хорошо, ну я, наверное, со своим вопросом повторюсь, но вы согласны с тем, что пункт Ч, подпункт Ч содержит ограничения? Да. И как вы считаете, если это ограничение установлено правительством, можем ли мы говорить о том, что данное постановление, в частности данный подпункт, не противоречит Конституции? Уважаемый Эркинбек Товакилович, вот поэтому вы сами решайте будете. Я думаю, позиция МВД и моя позиция на сегодняшний день такое. Действительно, я это поддерживаю. Тогда следующий вопрос. Если это положение было принято в 2013 году, до 2013 года такого рода пункт был в положении? Или вообще положение было ли, которое определял порядок увольнения сотрудников органов внутренних дел? Нет, до этого положения было. В 2013 году изменение дополнения было, насколько мне это, если я помню, да. И это основание было введено только в 2013 году, да? Да. До этого не было? Да. Вы хотите дополнить? Да. Пожалуйста. Дополнить, да? Разрешите дополнить. Данное положение, данная норма об увольнении сотрудников в связи с осуждением близкого родственника была введена постановлением правительства в 2007 году. Далее он был перерабатывался. В 2009 году было обновлено постановление, в 2013 году тоже обновлено. Но этот пункт оставался. Но этот пункт был введен в 2007 году. Так точно. Спасибо. Присаживайтесь. Пожалуйста, Фурман Сабирович. Уважаемый председатель. В постсоветском пространстве единственно у нас в Кыргызстане остался такой пункт. Ни в одном государстве другом нету такого пункта, когда близкий родственник имеет судимости, подлежит увольнению сотрудник. Чем это связано, по вашему мнению? Ни в России, даже в Узбекистане, в Таджикистане, в Туркменистане нету, где совсем другой порядок. Нет, это другое, на бумаге пока. Нет. Ну, у них закона нету такого. Законодательного порядка только у нас. У них нету. У нас. Да. Чем это связано было? Ну, у них спецпроверка проводит. Или у нас действительно
много преступников среди родственников, сотрудников. То есть обстоятельства, может, заставило. Ну, у нас, Кронт Абдиевич, у нас на сегодняшний день такой закон, мы по таким положениям будем работать. А так, смысл тоже имеется, я так думаю. Я свое мнение сказал, я буду придерживаться этому. А других государств я затрудняюсь сказать, действительно. Спасибо. Спасибо, присаживайтесь.